Сегодняшний маршрут нас уносит в верховье красавицы реки Вычегда. В древности эти места были заселены угорскими народами хантами и манси. Со временем они переселились в Зауралье, где обитают и сейчас, но до начала 17 века эти воинственные племена продолжали совершать набеги на Верхнюю Вычегду. Это препятствовало заселению здешних земель коми-народом. В том же 17 веке Зауралье прочно попало в руки русских царей, и набеги прекратились. Открылась возможность колонизации Верхней Вычегды коми-крестьянами. В 1678-1707 годах были основаны починки Кырныша, Скородум, Вольдин и Помоздина. В числе основателей были переселенцы с Сысолы, Удара и Вычегодских селений. Примерно в этом же временном промежутке была основана и деревенька Дерема-Кэдж, куда мы отправляемся сегодня. Расположена она на двух холмах, с овражком и ручейком посередине. Из окон домов открывается завораживающий вид на Вычегду и бескрайние луга, обрамленные лесами. В этом сказочном месте жили люди, пока нужда и необходимость выжить в 90-х годах прошлого века не заставила их перебраться в более крупные поселения. Сегодня здесь осталось всего 7 домов, посещаемых теми, кто называет эти места малой родиной. Они приезжают сюда со своими детьми и внуками, чтобы набраться душевных сил от родных мест и передать это чувство своим детям. С разрешения автора обратимся к работе, выполненной в 2017 году тогдашней ученицей 11 класса средней образовательной школы села Пожик, Нехорошевой Ирины, с которой она участвовала во всероссийском конкурсе. Вы послушайте и почувствуйте, как глубоко пронзает нас этот, идущий от самого детского сердца рассказ. И вряд ли найдется человек, оставшийся равнодушным ко всему этому. Деревни, деревеньки, маленькие уютненькие коми-деревушки. Так и почему же многие из вас сиротинушками остались? Потух свет в ваших окнах, разбежались жители более заселенные и благоустроенные села и поселки. Исчезли названия многих таких деревушек с карты нашей республики, и остались они лишь в памяти людей, кто здесь когда-то рос и пил святую воду с ближайших родников деревенских. Сегодня мы отправимся с вами в одну из таких коми-деревушек. Расположена она на правом берегу Вычегды-матушки, деревушка с живописным коми-названием Дерема-Кэдж. В переводе на русский язык возвышенность Косоворотье. Но всю поэтичность названия деревушки невозможно перевести ни на один язык мира. Когда-то давно, в 18-19 веке, поселился в здешних местах коми-мужик Сидор Пиля.
Попал сюда в поиске лучшей доли крестьянской. Вслед за отцом потянули сюда и его 5 сыновей с семьями. Было у них огромное хозяйство. Сами выращивали хлеб, несмотря на суровые северные условия. Это место и было для них маленьким земным раем. Но меняется время, меняется устой. Сегодня здесь стоят 7 домов, как 7 посидевших старушек, которые дожидаются на лето внуков и внучек, уже с их детишками. Приезжай, отдыхай сколько хочешь, размышляй, кто ты такой и для чего живешь на этой великой земле. Вокруг деревушки когда-то были необъятные просторы полей. Только за много лет позарастало кругом лесом да бурьяном. Но рядышком, за околицей, красуются поляны земляничные да острова черничные. Беги в лес, не ленись, наслаждайся свежими ароматами. Собирай, сколько душе твоей угодно. А может, хочешь полакомиться орешками кедровыми? Подойдешь к необъятным кедрам и диву даешься. Сколько же в них кроется силы невидимой. Коми название этих деревьев — Сус. Народ наш назвал их деревьями Иисуса. Считалось, что вырубить это святое дерево — большой грех. И стоят величавые кедры, богатыри, коми легенд. Стоят они на 2 холмах высоких, охраняют свою маленькую деревушку от всяких невзгод и худого глаза. До сих пор не теряют светлой надежды на лучшее. Однажды настанет такой день, когда вечером снова засветятся в окошках домов огоньки, и улицы наполнятся заливистым детским смехом. Как приятно было бы услышать такую светлую весть. Новый человек родился, возрожденный коми деревушки Дермакадж. Хочу сказать огромное спасибо Ирине за озвученный рассказ и возможность использовать его в видеоролике. Для нее уже в прошлом выпускной звонок и напутствие преподавателей средней образовательной школы села Пожик Усть-Куломского района Республики Коми. В 2020 году она с отличием окончила медицинский колледж в Москве, а сегодня студентка 2-го курса Рязанского государственного медицинского университета. Пожелаем Ирине крепкого здоровья, успехов в учебе и больших достижений. Ссылка на авторский видеоролик Ирины Нехорошевой находится в описании к этому видео. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале Воздушный репортер на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.